Сотни российских военных в окружении, Тесла разваливается на глазах, и мир не главная цель переговоров в Саудовской Аравии. Тогда что? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Прорыв в Белгородской области. Украинские войска прошли дальше, чем когда-либо. Евросоюз готовится к возможной войне с Россией. Сколько лет осталось у Европы? Лукашенко преследует белорусов за границей, обыскивает дома их родных и пугает экстремизмом. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Граница трещит по швам. В Белгородской области украинские бойцы заходят в тыл. Малые группы бойцов ВСУ регулярно пересекают границу, несмотря на бетонные укрепления, минные поля и усиленную охрану. По данным источников ВЧК УГПУ, паблика, который связывают с российскими правоохранителями, украинские силы продолжают наступление в Краснояружском районе Белгородской области. И это уже не просто рейды. Есть противоречивая, но тревожная, как ее описывают российские паблики, информация. Украинские войска могли пройти настолько глубоко в тыл, что теперь российская группировка в районе Графовки и Демидовки рискует оказаться в окружении. Там по разным оценкам находится до 1000 российских военных, их положение тяжелое, есть раненые и погибшие, а связи с другими частями нет или она нестабильна. Украинские бойцы, судя по всему, пытаются не просто пробиться, а зажать противника в такой тактический мешок. Сообщается, что ВСУ даже пытались растаскивать бетонные конусы, так называемые зубы дракона, инженерной техникой, чтобы расчистить проход. Это говорит о серьезной подготовке и конкретных целях этой группировки. Если информация подтвердится, это будет самая глубокая операция украинских сил на территории России с начала широкомасштабной войны. Пока Россия ежедневно сообщает об атаках украинских диверсантов на Курскую область, вбросы выходят на новый уровень. Местный чиновник, глава Махновского сельсовета Сергей Кузьмин заявляет, что наибольшую угрозу для мирных жителей представляли польские наемники. Без доказательств, без фото и видео, без имен, без даже того, что они там делали. Просто говорит и все. Но в этом и есть суть. Вброс не ради фактов, а ради страха, чтобы создать образ злого НАТО, который якобы уже у российских границ и убивает мирных жителей. Место действия — Суджанский район, буквально в паре километров от границы с Украиной. Там действительно были бои. Россия утверждает, что туда прорвались украинские диверсанты, но потом их уничтожили. Теперь на этом фоне всплывают слова про поляков. Почему именно поляки? Да все просто. Польша — один из главных союзников Украины, помогает оружием, принимает беженцев, давит на Кремль в ЕС. Для российской пропаганды идеальный враг. К тому же Польшу называют одной из следующих целей для российской агрессии. Поэтому истории про польских наемников и инструкторов НАТО, польскую оккупацию Львова и прочие страшилки стали любимым инструментом пропаганды. Но правда в том, что ни одного подтвержденного факта участия поляков в боях в Курской области Россия не предъявляла и вряд ли предъявит. Потому что, скорее всего, это обычная инфоподготовка либо к эскалации, либо к новому этапу мобилизации. Кремль пошел в наступление не на фронте, а в инфополе. По данным Института изучения войны, Россия запустила мощную кампанию против Украины, чтобы сорвать мирные переговоры и вбить клин между Киевом и Западом. Москва обвиняет Украину в ударах по энергетике, нарушении договоренностей и даже в военных преступлениях. Все это без доказательств. Захарова требует от США объяснений, Песков использует взрывы в Курской области как повод для давления, Следком РФ штампует уголовные дела против украинских военных. Кремль может попытаться использовать свои нарративы, которые ложно изображают Украину как страну, которая безрассудно ставит под угрозу российский АЭС и является опасным оператором ЗАЭС, чтобы сорвать американо-украинские двусторонние переговоры. Это особенно вероятно, учитывая недавние официальные заявления США и Украины о возможном участии США в украинской энергетической инфраструктуре, в частности на оккупированной Россией Запорожской АЭС.
И ведь речь не идет о мире или перемирии, даже о полном прекращении огня на переговорах в Саудовской Аравии. Речь только о точечных договоренностях, и то, если повезет. И даже эти переговоры Москва пытается сорвать. Путин явно не заинтересован в том, чтобы прекращать военные действия сейчас, поскольку он уверен, что время работает на него, у него и деньги есть, и людей больше. И я думаю, что в Кремле считают, что переговорные позиции там к осени будут намного лучше. Поэтому будет сейчас затягивание, попытка ставить разные условия, попытка обвинять оппонента в нарушении договоренности. И это будет, я думаю, такой долгий процесс. Цель такой риторики — показать, что Украина вышла из-под контроля и подорвать доверие к ней в Вашингтоне и Брюсселе. Но реальность в том, что Россия сама бомбит инфраструктуру, минирует АЭС и прикрывается всяческой ложью. Именно с этими тезисами российская делегация и отправляется на переговоры. Рассчитываем достичь какого-то продвижения вперед, но прежде всего там у нас есть один вопрос, по которому мы будем по всей программе, по всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса. Когда вместо представителей МИДа на переговоры едет советник главы ФСБ, это уже о многом говорит. Германия жестко отрезала любые идеи о возрождении газопровода с Россией. Премьер федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания выступила категорически против возобновления проекта «Северный поток-2», который так и не был запущен после начала полномасштабной войны. Россия в значительной степени пересекла красную линию своей захватнической войной против Украины. Это угрожает всему миру в Европе. И я считаю, что именно поэтому в наше время такие сигналы не должны посылаться ни при каких обстоятельствах. Так она ответила на сообщение о том, что в США якобы лоббируют перезапуск «Северного потока-2», и не кто-нибудь, а бывший агент Штази и старый друг Путина, живущий в Америке. Мы с вами говорили об этом в предыдущих выпусках новостей на канале Нехта Лайв. Лукашенковский режим перешел к прямым репрессиям против тех, кто даже не находится в стране. Следственный комитет Беларуси заявил, что начал уголовное преследование в отношении граждан, которые участвовали в акциях протеста за пределами республики, в том числе 26 января, в день фейковых выборов президента. По их данным, удалось установить около 400 участников зарубежных митингов. Все они теперь подозреваемые по уголовному делу. Какому именно, не говорят. Но уже начались обыски, врываются в квартиры и дома, где протестующие были когда-то зарегистрированы или имели собственность. То есть наказывают не только самих участников протестов, но и их семьи, оставшиеся в Беларуси. Работа по установлению пособников экстремистских формирований и террористических организаций продолжается в тесном взаимодействии с заинтересованными органами. Силовики откровенно запугивают. В официальном заявлении Следкома угрожают новыми делами тем, кто рискнет выйти 25 марта, в День воли, годовщину провозглашения БНР. Более того, режим снова использует любимые ярлыки – экстремизм и терроризм. Следком прямо говорит, что продолжает охоту на якобы пособников террористов в сотрудничестве с заинтересованными органами. Вероятно, речь о КГБ, МВД и других карательных структурах. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Польша начала активную военную фортификацию границы с Белоруссией и Россией. Это часть масштабной оборонной программы «Восточный щит». 10 миллиардов злотых, это примерно $2,5 миллиарда, Польша вложит в защиту своего восточного фланга. Завершить проект планируют к 2028 году. Премьер-министр страны Дональд Туск вместе с министрами обороны и внутренних дел приехали проверить укрепления на границе, именно там, где Варшава возводит мощный пограничный барьер. Нет такого, чтобы ЕС был убежден, что кто-то нападет на него в определенную дату и время. Существует общее мнение, что благодаря вооруженным усилиям Украины Россия не будет готова к агрессивным действиям против стран НАТО в Европейском Союзе. Почему именно сейчас? Потому что в Европе исторический перелом. Страны ЕС больше не верят, что США гарантируют их безопасность, как это было с конца Второй мировой войны. И может случиться так, что Европа останется один на один с угрозой из Кремля.
Tesla отзывает почти 50 тысяч автомобилей из-за того, что они расклеились. У футуристического пикапа Cybertruck буквально отваливается внешняя обшивка. Владельцы жалуются, панели держатся на клею, который со временем ослабевает. Результат: у кого-то обшивка уже начала отходить, у кого-то отвалилась прямо на ходу. И это у машины, которую продавали как бронированный внедорожник будущего за десятки тысяч долларов. Теперь Tesla спешно меняет крепление, новый клей плюс гайка, чтобы хоть как-то удержать обшивку на месте. Все это хотя бы за счет компании. Ситуация ставит под сомнение не только качество Cybertruck, но и сам подход Tesla к инновациям, потому что если у машины будущего отваливаются панели, что будет дальше? Руль на скотче. Для Маска это удар по имиджу, особенно на фоне амбиций сделать Cybertruck символом новой эры автоиндустрии и протестах у офисов Tesla. Напоследок, до чего может привести постоянное вранье. Дмитрий Песков сочиняет на ходу, на рефлексах. Пресс-секретарь Кремля на похоронах отца Филиппа Киркорова заявил, что Бедрос Киркоров, цитирую, «прошел Великую Отечественную войну». Уникальный человек, он прошел всю войну, ветеран войны, человек искусства. Вот только в 1941 году так называемому ветерану было 9 лет. Только не говорите Пескову, за кого воевала Болгария во Второй мировой войне. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.